Уважаемые гости, односельчане, дорогая мама и родные нашего героя, сегодня на фасаде нашей школы мы открываем мемориальную доску в память верному защитнику Отечества, жителю нашего села Нуралиеву Райфуддину Сейфуддиновичу, погибшему при выполнении воинского долга в специальной военной операции на Украине. Мобилизованный в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации Нуралиев Райфуддин, верный воинской присяге, верный воинскому долгу, при выполнении боевого задания геройски погиб в специальной военной операции на Украине. Чтоб стать мужчиной, мало им гордиться. Чтоб стать железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разбиться и, как руда, пожертвовать собой. Наши ребята жертвуют собой ради нас, ради Родины, ради нашего светлого будущего. Среди них был и наш Райфуддин Нуралиев. Мы скорбим, но мы гордимся, что вырастили таких сыновей. Благодаря таким патриотам мы живем под мирным небом в свободной стране. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за самоотверженность, мужество и отвагу, за решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, Нуралиев Райфуддин награжден Орденом Мужества посмертно. Слово предоставляется ученику 9 класса Гаджимуслимову Эльдару. Нуралиев Райфуддин Сейфуддинович родился 30 марта 1981 года в городе Небедак, Туркменской ССР, в семье рабочих. Отец Нуралиев Сейфуддин Шамсудинович работал трактористом, а мать Нуралиева Кис Переплатовна – бухгалтером. Сестра Нуралиева Наида Сейфуддиновна 1979 года рождения. В сентябре 1987 года Райфуддин поступил в первый класс Небедакской средней школы номер 12. В 1995 году семья переехала в Республику Дагестан в село Птикент, где в 1998 году закончил Угатакскую среднюю школу Сулейман-Стальского района. Когда еще учился в школе, у Райфуддина умер отец. В ноябре 1999 года призван в ряды вооруженных сил Российской Федерации. С 27 ноября 1999 по 5 ноября 2001 года проходил службу в Саратовской области в город Вольск. Трудовую деятельность Райфуддин начал с ОАО «Дагюкстрой» в городе Дербент, где с мая 2002 по 2012 год работал в должности каменщика 4 разряда. С 2012 года работал в должности бетонщика ООО «Мармитекс» в городе Сургут, где с 2019 года по 2021 год работал газорезчиком ООО «Нефтьмонтаж» в Ханты-Мансийском автономном округе. В марте 2009 года женился. Жена Нуралиева Аида Заидиновна, 1987 года рождения. В настоящее время домохозяйка. Райфуддин воспитывал 3 детей. Дочь Гульназ, 2012 года рождения. Дочь Камила, 2014 года рождения. Сын Нуралиев Сейфуддин Райфуддинович, 2016 года рождения. Они учащиеся нашей школы. Мать Нуралиева Кис Переплатовна, 1956 года рождения. В настоящее время является пенсионеркой. 10 октября 2022 Райфуддин был призван в рамках частичной мобилизации и направлен в Чеченскую республику на военные сборы, где проходил обучение. Через 2 недели, 24 октября 2022 года, его командировали в Донецкую Народную Республику для выполнения боевых задач в зону специальной военной операции под город Марьинка в должности пулеметчика мотострелкового полка. Потом перевели в Запорожскую область, где шли ожесточенные бои около населенного пункта Работино. 18 июля 2023 года Нуралиев Райфуддин Сейфуддинович героически погиб. Похоронен Райфуддин в родном селе Птикент. В память о Нуралиеве Райфуддине Сейфуддиновиче объявляется минута молчания. Слово предоставляется главе муниципального района Сулейман-Стальский район Тимирханову Саиду Мусиновичу. Уважаемые родные и близкие Райфуддина, уважаемые участники сегодняшней торжественной линейки, сегодня мы с вами здесь собрались для открытия мемориальной доски в память о нашем герое, награжденном
указом президента Российской Федерации Орденом Мужества Рифудине Нуралиеве. Конечно, это трагический повод. Мы собрались сегодня по трагическому поводу. Это большая трагедия, что такие молодые, полные сил жители района, наши друзья, наши сограждане уходят из жизни. Я еще раз хотел бы от своего имени, от имени администрации района выразить самые глубокие соболезнования родным и близким Рифудина. Конечно, мы должны помнить, что Рифудин отдал свою жизнь ради нас, ради будущего наших детей, ради будущего нашей страны. Мы, несмотря на то, что это трагедия большая, сегодня мы с вами гордимся тем, что рядом с нами росли, учились, трудились такие ребята, как Рифудин, которые, когда Родине понадобилась их помощь, ушли на фронт, защищали будущее нашей страны, но, к сожалению, погибли героями. Героями они останутся в нашей памяти навсегда. Есть такое выражение: героями не рождаются, героями становятся. Действительно, ни один человек не рождается героем. Героем его делает настоящим человеком, искренним, сильным, мужественным, порядочным. Его делает сначала семья, потом школа. Я хочу и в этой части еще раз поблагодарить искренне и родителей, и семью, и близких, и педагогов этой школы, которые воспитали в нем самые лучшие человеческие качества. Хочу нашему подрастающему поколению пожелать: ребята, пусть над вашей головой всегда будет мирное небо. Пусть вас никогда не коснется ни война, вы не будете знать, что это такое, но тем не менее, я хочу, чтобы вы на примере Рифудина Нуралиева, других наших достойных ребят, которые отдали свои жизни, вы выросли настоящими людьми, настоящими патриотами и в мирной жизни добивались геройств, добивались подвигов и делали все для того, чтобы наша Родина и наше село Птикент, и наш район, и вся наша большая страна, Россия, чтобы стала еще сильнее, еще лучше. Вечная память Рифудину Нуралиеву и всем нашим героям, которые отдали свою жизнь, защищая Родину. Слово предоставляется педагогу-наставнику Лугатакской средней общеобразовательной школы, директору в годы учебы нашего героя Алиеву Даиру Саидмагомедовичу. Дорогие друзья, родственники, гости этого печального события, не могу не говорить о нем несколько слов в годы учебы в нашей школе. Он был смышленый, он был физически развитый, он был со всеми в дружеских отношениях. Вы знаете, школу нашу посещали дети со всех этих селений, но он выделялся как-то, был спокоен, готов был прийти на помощь другим. Воспитывался он в семье, где дедушка его, вот в годы войны, считая военный год, 7 лет прослужил. До начала Великой Отечественной он был призван, и после окончания войны тоже на 1 год остался там. Имел тоже ордена, медали, я не знаю, почему у них стенд, нужно было делать этому событию тоже. Как и все дети того времени, они воспитывались на примерах таких, как Александр Матросов, Зоя Космонемьянская, там Гастелло, капитан и прочее, много их было. Литературные произведения, как закаляла сталь, помните все, наверное, и прочее. Много было материала для патриотического воспитания подрастающего поколения. Я знаю, что в учебно-воспитательных планах особый раздел был военно-патриотическое воспитание. Он и сейчас есть, наверное. Поэтому, будучи, я сам тоже офицер запаса был, он выделялся на уроках начальной военной подготовки, физкультуры. Все это как раз и воспитание в семье, в школе сказалось на последующем, на его в этом подвиге тоже. Имел он возможности не идти туда. Многодетная семья, отец 3 детей. Так, мать больная, давление, высокое давление все время и прочее. Единственный кормилец в семье. Но он не стал, он, как я знаю, говорил, пришла повестка,
надо подчеркнуть тоже, что он не по контракту, не за деньгами и так далее. Он пришла повестка, сказал, это мой долг, я должен его исполнить достойно. Но итог оказался печальным. Что мы можем сейчас делать? Мы можем только утешить. Хоть рвите все волосы на голове, его не вернут. Надо быть спокойными, беречь себя, здоровье. Поэтому родственники, друзья, я тоже не чужой, родной ему. Берегите себя, мы его не вернем. Мы что можем делать? Мы, как сказал наш глава, помнить его всегда, помочь им, чем можем, словом, хотя бы все это от нас зависящее мы сделаем. Спасибо большое. Слово предоставляется родителю Нуралиева Райфуддина, Нуралиевой Кыз Приплатовне. Hürmetli muhmanar, hürmetli hürüviyar. Küçük sağolatana inaldı bala, bataldı çupadiyashka ona. İhtin diğer sadaknikalık tuğra. Virdi bala yarsa salamat хуй, dünya исlah хуй. Почетное право открытия мемориальной доски предоставляется главе муниципального района Сулейман-Стальский район Темирханову Саиду Мусиновичу и матери героя Кыз Приплатовне. Мы будем помнить ваши имена, героев нашей Родине бескрайней. По вам скорбит огромная страна, от городов больших и до селений дальних. Вечная память и низкий поклон погибшим за Родину. Митинг, посвященный открытию мемориальной доски погибшему при выполнении воинского долга в специальной военной операции на Украине Нуралиеву Райфуддину Сейфуддиновичу, объявляется закрытым.